Переход на газомоторное топливо как один из путей исправления экологической обстановки. Это направление работы президент России обсудил в рамках совещания с руководством Красноярского края и представителями крупного бизнеса. Проблема, по словам Владимира Путина, для конкретно этого сибирского региона, цитата, «одна из действительно острых». Отчасти свое влияние на окружающую среду там оказывают алюминиевый комбинат и ТЭЦ. Однако основные выбросы, как ни странно, относятся к автомобильному транспорту – 36%. Для сравнения, в Коми этот показатель 60%. Именно передвижные источники у нас основные загрязнители. Абсолютный лидер здесь Сыктывкар, на втором месте с большим отрывом Ухта, на третьем Усинск. Здесь тенденция роста бензопирена и формальдегида в воздухе становится больше, но растущий автопарк остановить невозможно. Зато можно перейти на более экологичное топливо. Нужно переходить на газомоторное топливо. Надо поговорить с «Газпромом», у них целая программа. Аккуратно, спокойно. Конечно, нужно делать это без ущерба, минимизируя нагрузку на автолюбителей, но точно совершенно городское хозяйство, городской автотранспорт, крупные предприятия могут спокойно, без всяких рывков и без особых затрат переходить на газомоторное топливо. В Коми, согласно программе газификации, закрепленной соглашением между Сергеем Гапликовым и председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером, до 2020 года на экотопливо перейдет 26 населенных пунктов. Будет построено 600 километров межпоселковых газопроводов и почти 400 километров внутрипоселковых газопроводов. На голубое топливо перейдут 25 котельных, опорных, промышленных и сельхозпредприятий. Такое наращивание актуально для всей страны. Поэтому на встрече в Красноярске президент напрямую связал газификацию с развитием домохозяйств. Здесь, конечно, прежде всего дело городских, региональных властей. Нужно подводить газ. Да, это не дешево для регионального бюджета, но нужно это делать. И нужно делать по отдельному плану. Не просто от случая к случаю, не просто там, где возможно. А должен быть план, тоже вместе с ресурсными организациями нужно договориться, синхронизировать эту работу с подводом магистральных сетей и нужно доводить до конечного потребителя. В этом году по плану «Газпрома» должно стартовать строительство газопроводов в сторону юга республики до Визинги в Карткерос, а также на новой территории в Сосногорском и Сыктывдинском районах. Это 2 миллиарда рублей инвестиций. Собственно, это второй показатель в стране по объемам вложений газовиков.